Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Лара Володина. Передержки одна за другой сообщают мне, что у них закончился корм, и кормить собак нечем. Сегодня среда, завтра в четверг кормить нечем. Корм заказывать надо заранее. Я объявляю день стольника. Друзья, это невыносимо знать, что с таким трудом спасенные, многие вылеченные, и вдруг они будут голодные. Помогите, я очень вас прошу. Сегодня я показываю вам снова краснодарского бездомыша. Когда мы забирали недавно Никитку, он был в кадре. Такой улыбчивый, приветливый мальчишка. И с того времени волонтер Женя присылает мне один и тот же сюжет. Как этот мальчик бежит и бежит за машиной. Бежит долго, пока совсем не выдохнется. Зовут его Рихард. Рих. Рих живет у дороги, в лесополосе. Там нет никакой еды, даже корки хлеба. Одна надежда на то, что привезет Женя, но это, возможно, не каждый день. На сотню таких бедолаг просто не хватает зарплаты. И вот Рихард терпеливо вглядывается на дорогу, в надежде, что покажется знакомая машина. Он узнает эту машину. Скромная порция еды, немного ласки. И дальше одно и то же. Мальчишка бежит за машиной до изнеможения. Я, наверное, ненормальная, но не выходит он у меня из головы. Ведь такому верному, умному, улыбчивому, бывши домашнему, мы же могли бы найти семью, подарить счастливую жизнь. Возможно, не сразу, но смогли бы. А он ютится у трассы, под кустом, ежедневно рискуя попасть под колеса. Друзья, может, мы спасем этого парня?
Посмотрите, какая у него чудесная улыбка. Но мне нужна ваша помощь. Мне нужны финкураторы, чтобы было на что содержать и чем кормить его ежемесячно до пристройства. Пожалуйста, финкураторы, откликнитесь, кто на какую сумму. Напишите, пожалуйста, на WhatsApp напишите. Мы сделаем по нему чат. Давайте вытянем его, давайте спасем. Сегодня мы продолжаем знакомить вас с имеющимися у нас спасенышами. Знакомьтесь, черно-белый кобелек Стар. Ему примерно 2,5 года, 60 сантиметров в холке, 26 килограмм, кастрирован в Якутске. Этот песик самостоятельный, сам по себе, в коллективе особо не нуждается, и это нормально. Хочет — играет, не хочет — один сидит. Он очень нуждается в человеке, любит, чтобы его гладили и с ним разговаривали. Резких движений со стороны человека не очень-то приветствует, начинает ругаться. А так отличный, хороший пес, без каких-либо комплексов и страхов. Джем. Этот песик очень ласковый к людям, игривый с людьми и собаками, немного хитрюга, лает только на эмоциях или по существу. Сам не дерется, но и не любит, чтобы кто-то при нем устраивал разборки. Можно в семью с детьми и с собаками. Тайга. Этого кобелька, а весом он килограмма 24, забирали из ППЖ в январе в мороз. Возраст примерно 2-3 года. Ласковый, дружелюбный с собаками, любит людей, пытается понравиться человеку, пытается служить, но не знает как. С ним бы заниматься, и он будет этому рад. Умеет ходить на поводке, не доминантный, но и постоять за себя может. Замечательный во всех отношениях мальчишка. Мишка. Наш замечательный Мишка с промзоны. Замечательный парень, очень человекоориентированный, прыгает в приветствие и обнимает каждого крепко передними лапами. Он доминант, кобелей не особо любит, играть с собаками не желает, но с девочками вполне замечательно дружит, очень любит гулять. Подойдет для семьи с детьми и с небольшими животными или с девочками. Жужа с промзоны. Забирали вместе с Мишкой с промзоны. Ласковая девочка, скромная. Боится сначала новых людей, но вскоре привыкает к ним и виляет хвостиком, радуется. Она не умеет ходить на поводке, но кто ж ее учил? Крутится на нем, а потом ложится, боится. Девочка средних лет, ей лет 5, может быть 6. Она совсем не лает, тихая, спокойная, вполне замечательная девчушка для спокойного хозяина. Рута – это та самая трехлапка, дамочка серьезная, лет 4. Не любит других сук, но дружит с кобелями. К чужим людям настороженно, не замечает их при контакте и хвостом не виляет, но к человеку с лаской привыкнет быстро. Это собака, которая требует уважения при общении. Она ласкова, но не навязчива, передвигается легко на 3 лапках.